Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате Кишиневе, 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Саркели. Сегодня вторник, 5 марта, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео, подписаться на нас в YouTube и Facebook, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономной стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Друзья, в первой части выпуска мы поговорим с депутатом парламента Республики Молдова Уазом Антой о визите руководства Гагаузии в Москву на фоне российской агрессии против Украины и в том числе гибридной агрессии против Республики Молдова и решении Конституционного суда по вопросу НДС для Гагаузии. Во второй части выпуска мы поговорим с главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины Юрием Демчогло о российских обстрелах Одессы, унесших на прошлой неделе жизни 12 человек, в том числе 5 детей, а также о визите руководства Гагаузии в Москву на фоне этой трагедии. В третьей части мы поговорим с Марьяной Присяжнюк, украинской журналисткой, о том, как Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове в этом и в следующем году. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, эта неделя только началась, и по сути, в информационном плане является продолжением прошлой недели. Много событий, связанных с поведением политических руководителей гагаузской автономии, визит в Москву. Вот сегодня был представлен, можно сказать так, назвать так, отчет директора службы информации и безопасности Александра Мустяса о том, как в 2024-2025 году Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова, используя в том числе и Гагаузию. Обо всем этом я предлагаю поговорить с нашим гостем, который у нас на связи по скайпу, Уазом Антой, депутат парламента Республики Молдова. Господин Антой, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Рад вас видеть. Спасибо, что нашли время прийти к нам в эфир. Давайте начнем с визита. Что это значит? Зачем нужен был этот визит, с вашей точки зрения? В Москву, я имею в виду, и потом в Сочи. По уже состоявшейся традиции я начну с другого. Да. Может быть, вы к этому придете. Давайте попробуем. Я приду. Я не хочу, чтобы, обсуждая ситуацию в автономии, дела в автономии, мы исходили только из того, что кто-то поехал в Москву, кто-то залепил какую-то декларацию, кто-то. Меня лично обрадовал тот факт, что 1586 жителей Гагаузии записались на курсы изучения румынского языка. Да, я эту цифру сегодня видел, это, кстати, больше, чем в Бельцах. Что это говорит, с вашей точки зрения? Что действия региональных властей не совсем поддерживаются всеми или что? Нет, я имел в виду, что в гагаузской автономии есть много наших сограждан, которые понимают, что для интеграции в общество, для самореализации, для карьеры нужно знание языка страны, в данном случае румынского языка. И меня радует тот факт, что, повторяю, немаленькая цифра людей, которые записались на эти курсы. Меня радует тот факт, что Виктор Петров является гражданином страны Евросоюза и члена НАТО. Да. Это радует. Это не Румыния, но Болгария, но рядом, в общем-то. В любом случае, тоже член НАТО. В любом случае, тоже член НАТО и член Евросоюза, где неправославные гомосексуалисты бродят по улицам, и их никто не отстреливает. Да. А если вернуться к этим поездкам, это не первая и, к сожалению, не последняя поездка. Мы видим на протяжении последних 2 лет, начиная с 24 февраля 2022 года, когда Россия развязала прямую агрессию против Украины, не говоря уже о том, что агрессия началась в 2014 году, мы видим, что ряд наших то ли политиков, то ли политиканов, не знаю как, ездят в Москву, невзирая на то, что, моя личная точка зрения, в России установился диктаторский фашистский режим, который уничтожил основы правового государства, который физически уничтожает оппозиционеров,
и существование, которое размахивает ядерной дубинкой, если посмотреть на некоего Медведева, который когда-то был надеждой российских либералов. Да. И вот эти люди ездят в Москву. Зачем? Не нужно быть директором службы информации и безопасности, да просветит меня директор, чтобы понять, что Россия и будет использовать, попытается использовать события 2024 года для провоцирования хаоса в Республике Молдова и для того, чтобы Молдову удержать под контролем. Могу только сказать, что вот так называемая проблема Приднестровья, там на левом берегу были организованы, не помню сколько раз, псевдореферендумы, просились в Россию и так далее, и так далее. Но России не нужна эта узкая полоска земли, России нужна вся Республика Молдова. И поэтому использует в данном случае левый берег Днестра с этими псевдосъездами, колхозами, собранием колхоза, да. И я надеюсь, у них и использует не гагаузскую автономию, а некоторых людей, которые, к сожалению, представляют гагаузскую автономию. Потому что гагаузская автономия — это не только Башкан и некоторые радикальные члены Народного собрания, которые, не могу сказать точно, после которого стакана вина, но точно знаю, что обсуждают, что они будут делать, когда российские войска приблизятся к Молдове. И уже списки даже у них есть, наверное, да? Ну, наверняка есть расстрельные списки. Что ж, когда-то были активисты, которые составляли списки на депортацию, да, после того, как нас освободили. Но сейчас вот те же самые, тот же самый сорт людей, которые считают себя гражданами Молдовы, но желают хаос и войны привнести в Молдову. Опять же, вы согласны возвращаясь к этому отчету, вы согласны с теми опасениями, которые там высказаны, относительно, в частности, относительно гагаузской автономии? Потому что из того, что я сегодня услышал, становится очевидным, и это опять же не ново, и как бы, но тем не менее повод об этом поговорить. О том, что Гагаузию используют в данном случае против независимости и суверенитета Республики Молдова. Ну, я бы сказал аккуратнее, пытаются использовать. Пытаются, да. Имеют намерение использовать. Но здесь, я повторюсь, все совершенно очевидно. Россия попытается скомпрометировать референдум, Россия попытается добиться того, чтобы Майя Санду не победила в первом туре и спровоцировать хаос перед вторым туром. И здесь, когда мы говорим о референдуме, конечно, надо ждать окончательных формулировок и так далее, и так далее. Я просто хотел бы сказать одну внятную вещь. Участие в референдуме – это шанс убежать от войны, шанс избежать войны, чтобы было понятно. То есть этот референдум, его, так сказать, достаточно серьезная поддержка среди граждан, это будет еще один символический шаг к обеспечению безопасности Республики Молдова. А если говорить о гагаузской автономии, когда я разговариваю со своими друзьями из гагаузской автономии, знакомыми, я им говорю то, что я думаю. Если наши сограждане из гагаузской автономии продемонстрируют достаточно хороший результат на этом референдуме, это будет сигнал к тому, что в гагаузской автономии есть люди, с которыми нужно поддерживать диалог. И это будет шаг к тому, чтобы преодолеть существующий раскол, который спровоцировали, скажем так, не будем вспоминать того же Шора и так далее, и так далее. Это будет шаг к взаимоуважительному диалогу и решению накопившихся проблем не путем переплевывания через забор, а посредством цивилизованного диалога. То есть для автономии, повторяю, два момента. Первый. Участие в референдуме – это снижение риска войны для Молдовы. Это шаг к миру и убежать от войны. И второе – голосование за
европейскую интеграцию в белорусской автономии я рассматриваю, как это будет как позитивный месседж к тому, что диалог между автономией и центром возможен, нужен и есть на кого рассчитывать. Когда вы говорите продемонстрировать хороший результат, что вы имеете в виду? Каков результат можно воспринимать как хороший? У меня точка отсчета 5,41%, которую получила Майя Санду во втором туре в белорусской автономии 15 ноября 2020 года. Конечно, я не строю никаких иллюзий, и я никого там не вербую и не заставляю там за что-то голосовать. Я хочу подчеркнуть, что речь идет о референдуме, а не президентских выборах. У нас в Республике Молдова почему-то принято считать, что вот как нехорошо референдум совместно с днем выборов. Но когда у нас местные выборы в муниципии Кишинева, то люди из пригородов получают на руки, на минуточку, 4 бюллетеня. Один бюллетень за мэра города, второй бюллетень за муниципальный совет, третий бюллетень за мэра пригорода и четвертый бюллетень за совет пригорода. То есть надо уважать наших граждан, они уже достаточно хорошо разбираются, за что и как голосуют, и не путаются в бюллетенях. Поэтому я повторюсь, референдум – это шанс на мир, это шанс убежать от войны, и в этом направлении, я считаю, мы должны поддерживать диалог в нашем обществе, невзирая на поездки, чьи-то поездки в Москву за указаниями, за инструктажом или за грязными незаконными деньгами. Ну, из того, что вы говорите, я понимаю, что вы предлагаете, или во всяком случае ваша позиция в том, что вообще на это не обращать внимания, на эти поездки, на то, о чем они там говорили, о чем договаривались и так далее. Нет, почему не обращать внимания? Есть уголовный кодекс, и уголовный кодекс должны чтить все граждане Республики Молдова, независимо от своих политических предпочтений. Если кто-то сочтет возможным нарушать уголовный кодекс, то ли посредством незаконного финансирования политической деятельности, то ли призывами к сепаратизму и так далее, тогда должен быть применен закон. А все остальное, конечно, это должно оставаться в правовом поле и в пределах плюрализма мнений. Другое дело, что в Республике Молдова, мы уже неоднократно обсуждали, мы расколотая страна. У нас для одних Христос имеет прописку в Москве, для других в Бухаресте, для одних лидер Клаус Йоханнес, для других лидер Путин. И при нашем повальном христианстве мы почему-то не помним заповедь «не убий», и не говоря уже о заповеди «не укради». Потому что, да. Поэтому ситуация, которую мы имеем, она всего лишь отражает наши качества как граждан этой страны. Раздрай, но я считаю, что референдум – это шанс на объединение, на консолидацию и на преодоление этого раздрая. Но согласны ли вы с тем, что как бы их задача снизить явку, либо вообще запутать людей? Потому что из того, что мы видим из действий, ну плюс еще об этом говорится в отчете, да, СИБа. Ну, во-первых, мы еще не знаем конкретных параметров этого референдума, дата, формулировка и так далее, и так далее. И тот интервал времени, который остается, я как гражданин этой страны, в отличие от господина Петрова, у меня нет других паспортов, да? Паспортов стран НАТО, уточним. Да, да. Я буду разговаривать с людьми в троллейбусе, на базаре, с соседями, там, на телевидении, объясняя важность этого референдума повторяю, для того, чтобы убежать от войны. Вот сейчас я прочел информацию, что молодые люди в Молдове стали получать повестки. Да? Там обычная рутина, связанная с военной подготовкой. Ну, весенний призыв, да? Весенний призыв, я правильно понимаю? Некоторые наши сограждане переполошились, что наших детей забирают на войну.
Так вот, не надо пугаться, уважаемые сограждане. Надо выйти на референдум, спокойно, уверенно, осознанно проголосовать за европейскую перспективу и тем самым уменьшить вероятность того, что на Молдову обрушится российская агрессия. Господин Антой, сегодня Конституционный суд принял решение в пользу Гагаузии в вопросе НДС. Как вы это прокомментируете? Я буду комментировать после того, как прочту мотивированное решение с карандашиком в руке, посмотрю, что и как. Я видел некоторые комментарии, но я воздержусь по той простой причине, что я считаю, что решения Конституционного суда, они подлежат внимательному изучению, и после того можно о чем-то говорить. Другое дело, что в моем общении с представителями, в том числе и международных структур, мы находим общий язык и понимание, но констатируем, что сегодня вот в гагаузской автономии не с кем обсуждать решение реальных проблем, которые существуют во взаимоотношениях между Кишиневым и Тирасполем. К сожалению. Вы имеете в виду, не с кем обсуждать, вы имеете в виду политическую силу, которая могла бы повлиять на процесс, или вообще людей? Не. Конечно, речь не идет о людях, но, понимаете, я был свидетелем тех времен, уже не таких романтических, когда Народный фронт созывал митинг на площади Великого национального собрания для того, чтобы обсуждать проект бюджета на следующий год. Да? Да. И некоторые вещи не обсуждаются на митингах, в том числе и возможные поправки в законодательство Молдовы или даже тот закон от 23 декабря 1994 года, который принципиально, фундаментально отличается от европейской модели автономии. Не хочу тут вдаваться в детали, потому что, я повторяю, некоторые вещи нужно обсуждать с людьми, которые умеют слушать и хотят прийти к какому-то нормальному решению. Если мы говорим уже о европейской перспективе Республики Молдова, то надо не только кричать, что мы применяем европейскую модель, но нужно действительно разобраться, каковы подходы в Европейском Союзе к защите прав различных меньшинств, этнических групп, и какую роль должна играть для этого автономия. А не, конечно, европейский опыт не предусматривает поездки в Москву или не знаю куда за инструкциями, как свергать нынешнюю власть в Молдове. Вы думаете, за этим поехали в Москву? А зачем? Москва слезам не верит. Москва убивает граждан Украины, хочет разрушить, уничтожить Украину и реализовать геноцид украинского народа. И, соответственно, под раздачу попадаем и мы. Ну вот господин Константинов заявил вчера, что Гагаузия пророссийская и не будут называть Россию агрессором. Это четкая демонстрация позиции в плане того, что поддерживается российская агрессия, или как вы это считаете? Нет, ну, у нас в Молдове сразу после 24 февраля 2022 года было несколько не очень умных деятелей, которые применяли термин СВО, специальная военная операция, да? И поддерживали публично тезис о денацификации Украины. Потом они поняли, что ситуация не совсем так развивается, как хотел путинский режим. Да? И они перешли к тактике замалчивания. Они не видят этой агрессии, они не видят жертв, они не видят преступлений, не видят разрушенных городов. Они забыли о том, что Молдова в 2008 году подписала, в 2010 году ратифицировала римский статус, и что тем самым Молдова обязалась задержать и передать Международному Гаагскому трибуналу некоего Владимира Путина. Да? То есть, если ты государственник, так будь до конца государственником, а не такими, как Дадон. Да, не к ночи будет сказано. Поэтому эта категория, которых я называю, ну, не будем называть Матвиенко, там, Валя полстакана, да, но... Ну, вы сразу, да. Валя стакан. Да, да.
Поэтому эта категория людей, она старательно замалчивает российскую агрессию против Украины. И когда некто Константинов, на котором, по моему личному мнению, клейма негде ставить, говорит о аграрной продукции в России, так я хотел бы спросить господина Константинова, а индустриальный колледж в Камрате зачем построили? Берите сапу и вперед, в поле. Что вы там, это самое, индустриальный колледж, IT-технологии, искусственный интеллект. Зачем для вашей молодежи индустриальный колледж? Сапу в руки и вперед. Потому что это уровень Константинова. Это лжец, профессиональный, бессовестный, равно как и некоторые его сотоварищи из Народного собрания. Ну, куда, господин, буквально минуту, как бы, что делать до, скажем, до конца года, когда, очевидно, пройдут президентские выборы, да, и вполне возможно пройдет референдум, рамки которого еще не определены, но тем не менее, скорее, он пройдет, скорее всего, вместе с президентскими выборами. Я опять хочу подчеркнуть, так сказать, принципиальное размежевание. Президентские выборы – это просто и понятно. Будут кандидаты, народ будет выбирать президента. Я буду голосовать за Майю Санду, да? Нарушая тайну голоса. Не, ну, тайна голоса дает вам право сохранить тайну голоса, но если вы хотите ее нарушить, это ваше право. Да, но принципиальная моя позиция – это то, что референдум – это шанс на мир. И мы должны очень плотно разговаривать с людьми в Молдове, с нашими согражданами, для того, чтобы люди поняли вот этот фундаментальный выбор. Потому что здесь речь не идет о правящей партии или как зовут президента, это речь о войне и мире. Мы должны выбрать мир. Господин Антой, я благодарю, что вы пришли к нам в эфир, нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо большое. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о трагических событиях, которые произошли недавно в Одессе. Из-за обстрела, налетов шахедов там погибло много человек, среди них много детей. Обвалился подъезд одного многоэтажного дома. Как Одесса пережила эту трагедию, я предлагаю поговорить с нашим гостем Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины. Господин Демчогло, приветствую вас. Добрый вечер, Заман Хайролсен. Вітаю. 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 И слава Украине. Господин Демчогло, несколько тем, которые я хотел бы с вами обсудить, но давайте начнем вот с вот этой вот трагической новости. Как Одесса переживает это? Знаете, очень тяжело переживают все, вот, с кем я общаюсь, с кем многие мои знакомые, смотрю, и посты выставляют в социальные сети, мои близкие знакомые, руководство Одесской области. Для нас это был очень тяжелый удар, потому что за 2 года, за все время ракетных обстрелов дронами, погибали там 1, 2, насколько я помню, там максимум погибших было 3 человека, 3 или 4 человека. Была трагедия, когда тоже в центре города жилой комплекс Тирос, вот такой, там погибла тоже семья из 3 человек. Ну, в общей сложности туда погибло 4 человека. И тогда ракета попала именно в квартиру, где была мама с 2 детьми, а отец вышел как раз в магазин в это время. Но это было, не помню, 3-4 месяц войны. Но в первый раз, чтобы от одного удара, от одной атаки погибло 12 человек одновременно. Это в первый раз за 2 года войны. И мало того, 12 человек, из них 5 детей в возрасте там, от 3 месяцев до 8 лет. И трагическая судьба вот этой семьи с гагаузской фамилией Гайдаржи, где отец с одним ребенком спасся, а мама с другим ребенком, к сожалению, и большой трагедией для всего города уже погибла. Кстати, многие говорили, что это гагаузская семена, фамилия гагаузская. Среди погибших, кстати, еще одна фамилия Чебан тоже есть, но они все болгары, вот, семья Гайдаржи,
я сам лично узнавал, она из села Дмитровка, болгарского села Дмитровка, Тарабунарского района. Многие вначале объявили, что это гагаузы, но они болгары, потому что есть село Дмитровка в Болградском районе и есть село Дмитровка в Татарбунарском районе. Это село болгарское, историческое название Бургуджи. Ну, это семья, да, которая пострадала. Вот сейчас мы... Да, семья вот сейчас на фото, на видео, очень прекрасная семья, верующая. Они из христиан-евангелистов, семьи христиан-евангелистов. И даже когда вот погибли, сестра, когда уже достали их из-под завалов, сестра погибшая сказала, что люди спросили, ну что, их нашли? Да, нашли, они сейчас у Бога. То есть они ушли к Богу. Очень большая трагедия. Многие, вот я знаю, моих очень близких, для всей Одессы очень большой шок. Но в тот вечер, в ту ночь было 8 шахедов, 7 было сбито. И одна непосредственно шла на низкой высоте и попала вот в эту девятиэтажку. Говорят, преднамеренно или непреднамеренно, но от этой многоэтажки ближайшее вот место, там порт был, до него еще было километра 3-4. То есть, если бы этот шахед летел в порт, другое дело, но он что-то 3 километра от порта был. Это самый ближайший инфраструктурный объект, который был от этого жилого дома. Россия продолжает убивать украинский народ, рушит наши города, рушит наши жилые дома. К сожалению, в последнее время очень большой урон, похоже, и по Днепропетровску есть тоже. То есть попадание именно в жилые дома. Кстати, эта ночь опять был обстрел, но, слава богу, было очень много шахедов, более 22 шахеда было, сбито 18. К счастью, большому счастью для нас, пострадавших нету, то есть есть прилеты, но не в жилые объекты, слава богу, там какой-то пустующий пансионат попали, тому подобное, то есть жертв вообще нет, ни одной жертвы. Но эта трагедия для нас очень долго будет в наших сердцах, наша трагедия. У нас было 2 дня был объявлен траур по погибшим, вчера и позавчера был дневный траур. Но такая трагедия очень тяжелая для нас, и она показывает, что Российская Федерация продолжает убивать и разрушать нашу страну. А с чем это связано? Потому что мы сегодня видели сообщение о том, что, в принципе, шахеды сбиваются мобильными группами. Вот именно этот шахед, потому что в ту ночь сбили практически все, кроме вот этого, который попал в этот жилой дом. А Россия изменила тактику, направление, они больше маневрируют. Есть объяснение этому? Да, действительно, в ту ночь они очень сильно маневрировали. Они заходили со стороны Затоки, шли через Маяки, обходили город. И со стороны, кто знает город Одессу, со стороны Пересыпи, со стороны поселка Котовского. Кстати, этот дом жилой как раз находится между поселком Котовского и центром города. Пересыпский район. То есть и она шла на очень низкой высоте, говорят. И поэтому наверняка или ударила в этот дом, или задела, что они не рассчитали высоту этого 9-этажного дома. Но произошла трагедия, что обвалился целый подъезд. На фоне этого, к сожалению, вот я тоже как бы прокомментировал эту ситуацию, на фоне этого руководство Гагаузии поехало в Москву. Что они там искали, как бы не совсем понятно, но вот были сделаны определенные заявления о том, что якобы Гагаузию ущемляют, Гагаузии нужна какая-то экономическая поддержка. Ну и по возвращению председатель Народного собрания Дмитрий Константинов заявил, что здесь пророссийские в Гагаузии, и поэтому мы не называем Россию агрессором. Как вы вообще это все, как это вообще видится из Одессы, господин Чоглу? Как вы это прокомментируете? Вы знаете, мне очень тяжело это слышать, потому что наши братья, мы один народ, но война нас очень сильно разделила.
К сожалению, наши братья, проживающие в Гагаузии, не чувствуют того, что Россия агрессор. Россия не просто агрессор. Россия насильник, убийца. Россия разрушитель. И то, что они поехали туда, я все списываю на то, что сегодня, я считаю, что гагаузская автономия, она фактически оккупирована кланом Шора. И то, что они говорят, и то, что их поездки, это все организовывается этим кланом. И, к сожалению, я чувствую, что чем дальше, тем будет хуже. Этот человек получил команду дестабилизировать ситуацию в Молдове. Вы имеете в виду Шора, да? Абсолютно верно. И сегодня Гагаузия, я вижу игрушка в его руках по дестабилизации обстановки в Молдове. Россиян, если Константин говорит, что Россия не агрессор, а я вам скажу, что агрессор, потому что мы это чувствуем каждую ночь. Каждый раз, когда российские ракеты или российские шахеды летают, в том числе не только над Одессой, а над Бессарабией, в том числе и гагаузскими селами. В том числе, когда у нас погибло уже несколько гагаузов, защищая свою родину. Это так сравнительно две Гагаузии, можно сказать. Та, которая чувствует, как Россия издевается над всем украинским народом, независимо от происхождения. Я не хотел бы пожелать Гагаузии быть сегодня на месте Украины, потому что если не вооруженные силы Украины, то давно бы уже, не дай бог, но разрушались бы и дома, в том числе Гагаузии. Потому что видно, что есть цель выйти на границы Европейского Союза и там махать шашкой. И для этого не будет, как сегодня не жалеются ни Мариуполь, ни Северодонецк. Также не будут жалеть не то, что там Одессу, а Гагаузию даже не заметят, вот сметут ее с лица земли, чтобы дойти там до границ Румынии. Но я думаю, что этого уже не будет. Я уверен, что этого не будет, потому что я знаю, как Украина сегодня сражается и как получает по морде этот агрессор украинским оружием, в том числе всем населением Украины, независимо от его происхождения. Я не понимаю, вот, знаете, много чего сегодня в Гагаузии, потому что отжато, не только вся Гагаузия, полностью все в комплексе, с ее телевидением, которое финансируется за счет денег жителей Гагаузии. То есть, не знаю, я ГРТ не смотрю, но я думаю, что трагедию прошлой недели в Одесскую не показали, ничего не сказали, наверное, на ГРТ об этом. Ну, во всяком случае, таких обсуждений, что это было, почему, вообще войну в Украине, российскую агрессию не обсуждают, ее избегают на гагаузском телевидении. Не говоря уже о том, что Россия убивает и разрушает. Ну, это безусловно, да. То есть, такие слова. Мне тяжело, вы знаете, мы очень сильно разделены сейчас, и я вижу то, что сегодня, как манипулируют гагаузским народом, как манипулируют Гагаузией, силы извне, это очень плохо. Я надеюсь на мудрость гагаузского народа, я надеюсь на мудрость аксакалов гагаузских, но очень боюсь, чтобы по команде извне не дали еще хуже там зажечь. Понимаете, сегодня я вижу лозунги там, что вот в Москве там объявили о том, что нас Кишинев обижает. А вы пытались с ним договориться? А вы создали рабочую группу? Давайте сядем. Я таких лозунгов что-то в Гагаузии в последнее время не слышал. А давайте сядем, поговорим, а давайте межпарламентскую группу, а давайте попытаемся договориться. Я не знаю, я не слышал. Вы живете в Гагаузии, может быть, лучше знаете. Нет, они могут сказать, эти группы были, но Гагаузия сама из нее вышла. То есть, они пытаются это все объяснить тем, что вот мы идем, нас не слушают. Хотя, честно говоря, например, сегодня Конституционный суд принял решение в пользу Гагаузии, например. Да? То есть, что с моей точки зрения демонстрирует, что Гагаузию здесь никто не ущемляет. Хотя у местных другое мнение. Я не знаю. У местных властей, я имею в виду.
у Гагаузии нету, я несколько раз говорил, сейчас повторюсь, у Гагаузии нет другого будущего, как Республика Молдова. У Гагаузии нет другого будущего, как дружить, работать, сотрудничать и налаживать диалог со своими соседями, с государством Украины и с государством Румынии. То есть брат-партнер — это Молдова, и два соседа — это Украина и Румыния. Сегодня Россия уже не поможет ничем, только морально может помочь. И я не знаю вообще, чем может помочь сегодняшняя Россия, потому что Россия за последние 10 лет — это не та Россия, которая была еще там до 2000-х годов, до 2003 года, когда еще Россия дружила и признавала Украину как государство, украинский народ как самостоятельную нацию, границы украинского государства. Понимаете, с 2014 года, 10 лет назад, на этом всем поставлен крест. Все, что после этого делает Россия, это вне правового поля. Это все нарушение международных прав. Это все агрессия. И Россия после 2014 года агрессор. Неужели за 10 лет жители Гагаузии, руководство Гагаузии не может этого понять? Что после 2014 года Россия уже агрессор. Россия против международного права. Как вы, потому что, безусловно, это все очевидно, это все понятно. Тут кто хочет понимает, кто не хочет не понимает. Просто вы понимаете, что Россия пытается сделать, втягивая Гагаузию вот эту вот игру против Кишинева, ну и против Украины, соответственно, потому что очевидно, что Россия пытается создать вокруг Украины пояс недружественных стран. Поэтому вот эти протесты, раскачивание протестов в той же Польше, помощь в приходе к власти в Словакии того же Фицо, поддержка этого Орбана, да, который такой евроскептик. В Молдове попытка поменять власти. Они пытались в прошлом году через протесты, в этом году попытаются воздействовать на выборы. Гагаузию в этом как пытаются использовать? Как вы это видите? Вы назвали страны, которые действительно страны, у которых, по крайней мере, есть свое мнение. И там манипулируют только там какой-то маленькой частичку или там некоторыми людьми, но сегодня манипулируют всей Гагаузией, понимаете? Россия просто, я вижу, что Россия отдает жертву гагаузской автономии, жертву своих амбиций, своей агрессии. И, не будет Гагаузии ничего странного, она даже не заметит этого. Понимаете? А будущее, есть ли будущее гагаузского народа после этого? Должна ли Гагаузия идти на конфронтацию со своим государством, с центральными властями? Я считаю, что не должна. Должна договариваться. Гагаузия, боюсь, что будет жертвой в руках манипуляций и российской агрессии. Ну хорошо, вы... Власти, люди, которые находятся у власти сейчас, они этого не понимают или они просто приняли эту ситуацию и они идут до конца? То есть для них уже мосты сожжены, и для них нет пути назад. Что ими движет? Сказать деньги, тот же Константинов, мы же понимаем, что он человек не бедный. Да? То есть, я не знаю, сколько еще денег ему надо, чтобы понять, что уже пора задумываться о совести, не знаю, о будущем, о том, что ты оставишь после себя. Что ими движет, с вашей точки зрения? Я не знаю, что ими движет. Я смотрю, Константинова я, честно говоря, очень уважаю, потому что я родился в Гагаузии, мне гагаузская культура очень сильна. И для меня люди старшего поколения — это уважение, знаете, что в Гагаузии. Даже если на один день ты старше, ты уже батя. Но даже в этих условиях это уважение сохраняется? Я нормально, очень хорошо уважаю как человека, но как политик я его оппозиционер и категорически жесткий оппозиционер буду всегда. Мы с ним общались несколько лет назад, я ему об этом сказал. Мы остались каждый при своем мнении. У меня были дискуссии на тему России с ним, когда еще до войны. Мы остались каждый при своем мнении. Я считаю, что он делает политическую ошибку сегодня. Но как человеку я к нему отношусь нормально. Во-первых, он старше меня. Вы знаете, у нас, если ты старше, saygı duyuyorum ona.
Ну, окей, это ошибка в конечном итоге. Но Вы то, что считаете, он что если... разрешил- Ну, да. Но я добавлю то, что он разрешил сегодняшней ситуации происходить. С его помощи и с его одобрямся, как говорят, происходит то, что сегодня происходит, это, я не знаю, многие ему не простят этого, я думаю, что в будущем. Потому что это происходит с его или молчаливого, или не молчаливого согласия. Ну, я думаю, что не с молчаливым, потому что он поехал в Москву, он рядом с Гуцул встречался с Валентиной Матвиенко. Зачем это нужно было ему, я не понимаю. А мотивы? Вы можете объяснить мотивы? Вы понимаете мотивы? Мотивы, наверное, кому-то что-то обещают, я так думаю. Не просто так туда пошли, понимаете? Россия, ну неужели так, что Россия вам уже не поможет? Люди добрые. Россия вам уже не поможет. Россия идет не тем путем. Россия убивает, Россия агрессор. Я бы с такой Россией даже в сторону ее не смотрел, не то что поехал. По вашим ощущениям, люди в Гагаузии понимают, что происходит? Ну, как бы жители, это насколько позиция, то есть как бы понимают, куда это ведет Гагаузию, втягивание Гагаузию, во что втягивают Гагаузию? То есть есть понимание этого, с вашей точки зрения? Я не могу чувствовать это, но я хочу сказать, что я хочу просто жителям Гагаузии сказать, что pahalı dostlar, sizi götürüyorlar pek pros yoldan. Bu yol değil Gagavuz yol. Gagavuz yolu, Gagavuz dilinde laf etmeye, Gagavuz kültürü götürmeye, Gagavuz yerine götürmeye. Oynama Ruslarla pros. Nasıl, hep öyle nasıl oynama. Bugün Rusların elinde tek büyük prosluk var. O dil o Rusya, hani biz bilerik ta onu yerin. Şimdi o başka Rusya. Rusya öldürür, Rusya ezer, Rusya pek fenalık yapar. Я думаю, мои гагаузские братья меня поймут, но то, куда ведут сегодня Гагаузия, это не тот путь, не гагаузский путь. Гагаузский путь, гагаузское будущее вместе с Республикой Молдовой, мирной, демократической Республикой Молдовы, с братским соседним народом нужно дружить. В Европейском Союзе? Вместе с Украиной? В европейском будущем, при европейских нормальных международных нормах. Господин Чолга, я благодарю, что нашли время, пришли к нам в эфир. Спасибо большое и слава Украине. Героям слава. Я сейчас иногда узнаю. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в этой части я предлагаю продолжить разговор о попытках России дестабилизировать Республику Молдова, используя для этого регионы, которые она контролирует политически. Один регион контролирует и де-факто, и де-юре. Приднестровье и Гагаузию, которую контролирует политически. Как Россия попытается это сделать и чего ожидать вот в этом политическом сезоне, важно для Республики Молдова в этом году. У нас предстоят президентские выборы, еще и референдум. Я предлагаю поговорить с Марианной Присяжнюк, журналистом-международником, которая отслеживает в том числе и вопросы, связанные с дезинформацией и пропагандистскими нарративами России. Марианна, приветствую вас. Добрый день. Рад вас видеть и благодарю, что нашли время прийти к нам и прокомментировать ситуацию. Вот эти последние новости. Вы, уверен, следили за новостями сегодня в Молдове, и директор СИБа вышел с заявлением по поводу того, что как Россия собирается дестабилизировать ситуацию в Молдове перед президентскими выборами. И вот этот визит руководства Гагаузии в Санкт-Петербург. Как вы это все оцениваете? К чему готовится с вашей точки зрения? Я думаю, что то, что произошло вокруг визита делегации Гагаузии в Москву и до этого вокруг событий со съездом приднестровских депутатов, и даже еще раньше, если отмотать, как это все развивалось исторически, вплоть до того, как госпожа Башкан была избрана, в какой способ
кем поддерживаемо и как это все происходило. Я думаю, это все развитие одной и той же истории. И, тяжело сказать, вовремя или запоздалая реакция господина Мустаца на эти все события. Все-таки хочется верить в то, что молдавский СИБ должен оставаться непубличным и проводить какую-то свою работу без таких отчетов. Такую пресс-конференцию можно оценивать с двух сторон. Либо это проактивные какие-то меры на опережение, либо уже все настолько так поздно и запущено, что приходится выходить публично и подводить такой итог того, что происходило как минимум прошлый год, если брать во внимание этот актуальный политический цикл. Из его выступления я понял, что он больше говорил о предстоящем годе, этом годе, то есть что ожидается в этом году перед президентскими выборами. И он говорил даже о следующем 2025 году тоже. То есть вы считаете, что все настолько поздно, или вот это интересная мысль, которую вы сказали, либо все уже потеряно, либо оперативная такая работа на опережение? Вы знаете, мне хочется, конечно, надеяться на лучшее, но все-таки те движения, которые появляются в пространстве вокруг Молдовы и в самой Молдове, и в сепаратистских регионах, это все очень опасно. И, я сейчас говорю как с точки зрения интересов Украины, потому что я все-таки украинский журналист и работаю в украинской аудитории. И для нас это выглядит очень опасно, потому что давайте начнем с Приднестровья даже, с того съезда, который состоялся. С одной стороны, мы все смеялись потом по итогу, что Владимир Путин ничего не вспомнил, ничего не сказал, и это выглядело как такое, знаете, приднестровцы еще даже подставили президента России, потому что поставили в его неловкое положение. Мы даже смеялись, что это в них украинские корни говорят, потому что только мы так умеем. Но когда уже поехала Башкан Гагаузии и встретилась с Матвиенко и повторила этот же нарратив, уже становится не так смешно, потому что игра становится похожей на такую долгую стратегию, как раз не рассчитанную на то, чтобы получить какой-то конкретный результат в какой-то определенном месте и в каком-то определенном временном отрезке, как например, во время обращения Путина к федеральным сборам. Это выглядит, наоборот, как раз таким дестабилизирующим, долгоиграющим подходом для того, чтобы оставаться на поверхности в информационной среде, оставаться на поверхности и для украинских СМИ, и румынские коллеги на это тоже смотрят и переживают, что происходит. Ну и, конечно же, держать в тонусе таком тревожном молдавские власти. Если так абстрагироваться от того, кто куда кого тянет, в Европу или в СНГ, и кстати, Путин тоже не просто так, он про новую такую структуру, архитектуру безопасности в рамках Евразии вспомнил. Это все очень опасно выглядит и на фоне таких точечных активных действий, которые сейчас мы наблюдаем в Молдове, как какие-то провокации против гагаузских людей, что я уверена, что это провокации, потому что слишком много совпадений. Знаете, как говорят известные информационные преступники, совпадения не думаю. И таких на самом деле провокаций в последнее время было очень много, подозрительно много. Точно так же, как и в Гагаузии, были некоторые такие моменты относительно украинских беженцев, разрисованные какие-то машины, тоже совпадения не думаю. То есть это все нагнетание общественного такого градуса для того, чтобы поддерживать волны, на которые потом уже такие безответственные политики едут и что-то там просят, инструментализируют эту методичку. А тут, внимание, методичка на самом деле очень интересная, потому что 2024 год, знаете,
в Кремле, ну и их адепты в Молдове и в Украине в том числе. Вообще, эта категория людей, они же любят инструментировать вот эти сакральные даты и превращать их для нынешних геополитических условий в какую-то гибридологию. То есть у нас 2024 год, 80 лет Яско-Кишиневской операции. И именно в этот год у нас президентские выборы, референдум об объединении с Европой. То есть, что может быть еще, как не объединение с Европой, как не евроинтеграция, может привести Республику Молдову в единое какое-то румынское пространство с Бухарестом. То есть этот год это просто бинго для российской пропаганды. И я очень надеюсь, что вот у вас появился Центр стратегических коммуникаций, Патриот. Я вроде как, насколько я знаю, он уже заработал. Уже не патриот, то есть он уже не патриот. Да. Ну, как бы он ни назывался, эта методичка, грубо говоря, которую я описала, вот этот гранд-нарратив, это как раз их работа, исследовать, как это может быть использовано против Республики Молдова. Потому что на примере Украины, на примере других стран, да и на примере Приднестровской войны, которую Республика Молдова пережила, и не так давно, 2 марта, если я не ошибаюсь, ваши трагические даты, мы это все прошли, и нам нужно использовать свой же опыт прошлого для того, чтобы защитить свое хотя бы настоящее, не говорить, дать себе шанс на будущее, не говоря уже о защите какого-то будущего. То есть дать себе, на эти вещи нужно смотреть шире. Это моя главная мысль. Да, но давайте теперь раскроем некоторые детали. Вы уже частично их упомянули. Ну, если говорить о сакральных датах, ближайшая сакральная дата – это 9 мая. Да? Следующая сакральная дата – та самая Кишиневская Ясская операция. Здесь она, по-моему, в августе отмечается, как раз в тот же день, когда отмечается день, скажем так, другая часть света цивилизованного, да, то есть как бы отмечает это как день памяти жертв всех тоталитарных режимов. Это в августе, по-моему, происходит. Была попытка пару лет назад противопоставить этой дате вот ту самую годовщину и Кишиневской Ясской операции. Как это все будет отыгрываться здесь или не только здесь, с вашей точки зрения, в ближайшее время? Вот 9 мая не за горами, уже практически через 2 месяца, можно сказать. Я думаю, что они уже готовятся, и это не то, что я думаю. Я вижу, как они делают отчеты уже о каких-то мероприятиях, что они делают. Но опять же, вот эта история с вандализмом, какой-то памятник повредили. И потом этот вы имеете в виду в Кангазе вы имеете в виду, так? Насколько я помню, в Кишиневе. То есть одна из актуальных историй. Я думаю, что это элемент подготовки, потому что сейчас, когда преобладают такие гуманитарные проблемы, экономические проблемы, я не думаю, что это приоритет даже для каких-то хулиганов идти вредить памятники. То есть и ситуация идеологически, она не пребывает в том контексте, чтобы даже молодежи или каких-то накрученных маргинальных элементов, чтобы у них была какая-то мотивация это делать. Я думаю, что эти провокации как раз ложатся в канву вот этой подготовки к этой дате, которую вы упомянули. Вот смотрите, тут и еще одна группа людей выходит, там какой-то они советский календарь издали для тесты какие-то для диктанта победы. То есть это все будет сетка мероприятий, возле каждого мероприятия будут группы организаторов, которые будут собирать людей. Этот весь нетворк разрастаться. Потом 9 мая вы традиционно увидите вот эти автопробеги с флагами. То есть это будет победобесие. В том году имела честь это наблюдать, скажем так, иронично. Как это будет в этом году, я думаю, что у них вот этих инструментов это все демонизировать еще больше появилось
тоже больше. И, конечно же, попытки, ну, то есть достаточно 10 каких-то радикальных молодчиков, 10 парней, чтобы там толпа из 1000 людей, ну, превратилась в какой-то хаос, месиво. И, конечно, нужно следить, как они между собой координируются. Вот недавно тоже имела огромное удовольствие, в кавычках, слушать для Приднестровского телеканала вашего этого маргинала Алексея Петровича, «Солдат Победы». Вот он прямым текстом говорит, что между нашими организациями и приднестровскими организациями есть связь, мы координируемся. А я вам напомню, еще в Молдове у вас есть такая интересная группа людей, которые как патриоты Молдовы, по-моему, как-то так. Да, но это Алексей Петрович, кстати, к слову сказать, в Гагаузии, по-моему, в прошлом году мы писали об этом, читал какие-то лекции про Сталинградскую битву в школах Гагаузии. Вот. Лекции — это прекрасно, а организованная вооруженная группировка, организованное злочинное группирование на украинском языке. То есть как это на русском? То есть это уже лекции — это хорошо, а организованная преступность — это плохо. И если есть связь между этими событиями, что люди устраивают провокации и тем более координируются, это уже другой вопрос. Ну, остается надежда на то, что господин Мустац и его институция проводят компетентную работу, я не знаю. Наше дело задавать вопросы и анализировать. Вот пока вот наш анализ в Украине вот выглядит не очень обнадеживающе относительно Молдовы. Очень многие задаются вопросом, окей, как может Россия дестабилизировать ситуацию, и все ссылаются на то, что у Республики Молдова нет общей границы с Российской Федерацией, и это нас спасает. В новых реалиях, в реалиях 24 года и 25 года, будет ли и дальше спасать Республику Молдова то, что нету общей границы с Российской Федерацией? Почему об этом говорим? Потому что, то есть, если нет общей границы, нет возможности завести сюда те самые диверсионные группы вроде Гиркина-Стрелкова для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и развязать какую-то локальную войну. Эта ситуация изменилась в этом плане? Как бы Россия научилась это делать без того, чтобы иметь общую границу или нет, с вашей точки зрения? Я думаю, для того, чтобы дестабилизировать Республику Молдова, к сожалению, можно найти другие способы, нежели это был Гиркин. Конечно, вот 2015-2016 год, когда и дальше к 22-му, когда Россия активно вела такую подготовку к вторжению, взрывались склады по всей Европе, Чехия, Болгария. Да. В Молдове происходило вот этот транзит этих людей, Петровых, Башировых, которые ездили по Европам любоваться шпилями. Вот есть информация, что в Молдове как раз они пересаживались, какой-то трансфер делали и без всяких каких-то перешкод, извините. Ну, я думаю, что сейчас логистика немножко усложнилась, но вот все-таки остаются какие-то каналы. И со Стамбулом, и вот рейсы в Грузию открылись. Ну, тоже вот прямо почему сейчас и почему в Тбилиси, там, где осели вот эти российские, хорошие русские, которые бежали, ну, то есть 1000 людей из России. Ну, то есть почему именно сейчас и почему с Тбилиси? То есть, казалось бы, не та страна, где проживает молдавская диаспора в таких огромных количествах. Ну, то есть это что касается логистики. А что касается непосредственно вашего вопроса, я думаю, что российские хакеры, они себя показали как опасное звено в этой всей машине. Они способны проникнуть в американские выборы и в личные почты американских чиновников, европейских чиновников. Они способны положить Киевстар. Вот прошлая зима для украинцев была тяжелая с точки зрения атак на энергетическую инфраструктуру, но когда россияне отключили на день, атаковали главного мобильного оператора, когда у тебя нет интернета, когда у тебя нет связи, когда у тебя нет карты, когда у тебя не работает приложение оповещения воздушной тревоги. Оно, кстати, по-моему, работало, но
когда связь с близкими в условиях войны является источником выживания для очень многих людей, и этот источник нарушен технически, это ужасно. Это еще опаснее, чем если ты сидишь без света несколько суток. То есть, в принципе, была такая паника, ситуация была решена, но была паника с точки зрения, что Россия нащупывает новую стратегию, как погрузить Украину во тьму в новую зиму. Это не получилось, тоже, может, какие-то меры были предприняты, не знаю. То есть это второй элемент. Если положить, например, Mold Shell или Orange, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы устроить какой-то хаос на какой-то короткий период, и если это еще и поддержать какими-то дестабилизационными действиями там, на уровне каких-то Петровичей, это может быть ужасно, и это могут быть ужасные последствия. Давайте еще вспомним такой элемент, как дроны. Украинские дроны долетают до Санкт-Петербурга. Россия тоже обладает такими мощностями. И тут, конечно, безусловно, нужно какое-то сотрудничество и с Украиной, потому что мне кажется, что я не знаю технических деталей, но мне кажется, что Молдова не обладает такой способностью защититься от таких атак самостоятельно. Поэтому здесь, конечно, Украина, Румыния могли бы помочь. То есть, вот вам сходу 3 элемента, чем можно заменить Гиркина, условно говоря. И при том имея такое широкое представительство агентуры в самой стране, которые там будут, не то, что там, я так уже фигурально говорю, не то, что там наводить эти дроны, как это было в Мариуполе с ракетами, то есть которые будут способствовать тому, чтобы панические настроения разрастались, которые будут способствовать тому, чтобы необходимые эмоции преобладали среди людей, и руководить вот этими сетями, которые они создают под предлогом лекций о Сталинграде, под предлогом диктантов победы. Наверное, последний вопрос по поводу Приднестровья. Потому что когда началась вот эта полномасштабная агрессия, 2 года назад, в 2022 году, все ожидали, что... Марьяна, вы с нами? Да. Тут немножко подвисает интернет, поэтому все ожидали, что больше всего проблем для Республики Молдова будут исходить из Приднестровья, но мы видели, как Россия пыталась раскачивать все эти 2 года Гагаузию, и Гагаузия громче всех кричала из регионов, скажем так, критика в адрес правительства за те усилия, в том числе по поддержке Украины и так далее. И вот, опять же, с этим съездом депутатов всех уровней все ожидали каких-то громких заявлений. И тут, вы сами это отметили, бамс, руководство Гагаузии едет в Санкт-Петербург. Дальше это также будет происходить, скажем так, Приднестровье будет сидеть тише воды, ниже травы, потому что шериф будет защищать свой бизнес, наверное, и больше всего будет это из Гагаузии, или как эти 2 элемента будут друг друга взаимодополнять, с вашей точки зрения, в информационной дестабилизации и вообще в политической дестабилизации Молдовы? Прежде всего, я с вами здесь соглашусь, что гагаузский сепаратизм, он опаснее, чем приднестровский сепаратизм, потому что Приднестровье – это официально оккупированная территория с 2022 года, и до этого, это ни для кого не был, до этого были обращения и господина Филиппа, и госпожи Санду с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что с призывами к России вывести иностранные войска с территории нейтрального государства. Это все мы слышали, и поэтому нам есть чем оправдать, если будут с территории Приднестровья какие-то провокации. Что же касается Гагаузии, это официальная автономия, в Украине это знают, что это официальная автономия в составе Республики Молдова, которая имеет право на реализацию своих культурных потребностей, на сбережение своей культурной идентичности, но вызывают вопросы, и, на мой взгляд, это риски для Украины в этом смысле, что они вместо того, чтобы сохранять свою идентичность, почему-то решили сохранять русский мир. И то есть с такой очень формализированной точки зрения они используют свои правовые какие-то регуляторы. Особый правовой статус. Проще, особый правовой статус, да. Правовой статус и пользуются всеми механизмами для того, чтобы это право реализовывать. Но саму суть этого права они подменяют. И
в этом и состоит вот эта гибридная угроза, которая исходит из Гагаузии, потому что вроде как ничего такого они не нарушают, но то, что они по сути это используют против Кишинева, против международной безопасности, ну в контексте региона нашего, конечно, это вызывает вопросы по существу как раз, то есть не к тому, как они обходятся со своей автономией, а кем они себя видят в этой автономии. И в каких целях они это все используют. Да, я согласен с вами. Госпожа Присяжнюк, Марьяна, я благодарю, что нашли время, пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цена свободы». Не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео. Увидимся завтра в это же время. До свидания.